Салям алейкум, вітаю! Ми у Львові в музеї Соломії Крушельницької, за що велике спасибі адміністрації музею за те, що надали нам цю чудову локацію для запису інтерв'ю. Якщо ви на нас ще не підписані, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментар. Сьогоднішній мій гість – музикант, композитор і досліджувач кримськотатарської народної музики Джеміль Каріков. Будун концертне бегендiniz? Elbet, lakin biraz heyecanlandım. Lakin o olacak bir şey. Evet, bir de bir sanatçı elbette heyecanlandı. Lakin neticede yaxşı oldu menimce. Джеміль ага, ми зустрічаємося з вами у Львові. Як давно ви тут і чим ви наразі тут займаєтесь? Ну, во Львове уже почти год мы находимся. На данный момент я работаю во Львовском органном зале. Вот, и играю в основном, конечно, крымско-татарскую музыку. И такие условия были, когда принимали меня на работу, потому что, как оказалось, львовянам это очень интересно, наша музыкальная культура. И для того, чтобы поближе познакомиться с нами, с коренным народом Украины, крымско-татарами, вот, они постоянно проводят эти концерты. У меня уже были фортепианные концерты, камерные концерты, концерты вокальной музыки. Вот. Потом мы участвовали совместно с проектом «Юшанзилья». Тоже был концерт крымско-татарской, украинской и турецкой музыки. Наша музыкальная культура интересна, это что-то новое для львовян. И вместе с тем они находят точки соприкосновения со своей музыкальной культурой. Особенно, наверное, регион Прикарпатья. Наши музыкальные культуры очень похожи. В чем похожи? Даже в ладах. Одни и те же лады крымско-татарской музыки и музыки Прикарпатья. Кроме этого, инструментарий, инструменты, которые популярны у нас. Я здесь в Галичине встречал и просто великолепных скрипачей, манера игры которых очень напоминает манеру исполнения наших исполнителей. Я знаю, що ви граєте на сазі. Це старовинний кримськотатарський інструмент. Вчора я побачила, що ви граєте на фортепіано. На яких ще інструментах ви граєте? Ну, вообще меня здесь стали называть мультиинструменталистом. Но это не совсем так. Почему? Потому что у меня вообще основной инструмент был, когда-то я закончил в Сухое музыкальное училище по классу аккордеона, потом занимался вокалом, потом в армии 2 года играл на валторне, потом учился в институте на факультете хорового дирижирования, потом закончил консерваторию как композитор, потом работал музыкальным руководителем в ансамбле «Хайтарма» несколько лет, потом переехал в Крым, и только потом уже в Крыму, поняв, что надо с чего-то начинать, а начинать надо было, наверное, с возрождения музыкальной культуры. Музыкальная культура любого народа основывается на крепком фундаменте его традиционной музыки. И поэтому я посчитал целесообразным, наверное, научиться исполнять и правильно понимать крымско-татарскую традиционную музыку. И это был прямой путь к инструментам. И уже после 40 лет я стал играть. Я приобрел первый саз или багламу. Это была баглама ксасап называется, то есть баглама с коротким грифом. Это был первый как бы национальный инструмент. Потом я купил багламу с длинным грифом, потом я купил уд, танбур. Ну и в итоге получилось, что у нас в доме в Симферополе, в Ахмечите было порядка 40 инструментов. И на каждом из этих инструментов я пытался играть. Ну, основная цель, основная мета еще была, чтобы заразить нашу крымско-татарскую молодежь вот таким способом. Удалось? Вот. Ну, в какой-то мере удалось, конечно. У меня есть ученики, которые играют сейчас в Крыму на этих инструментах. Вот. Я совершенно не стесняюсь, работая главным дирижером в нашем музыкально-драматическом театре, во время перерыва вот, брал эти инструменты и буквально играл на уровне ученика. И раньше, если мне говорили, что как-то вот он уже профессиональный дипломированный композитор, а вот что-то впал в детство, что ли, взял эти инструменты. Ну, я пытался объяснить, и раньше было какое-то такое отношение, мягко говоря, не очень приветствовалось это. Почему? Потому что очень многие наши музыканты, которые играют на крымско-татарских весельях, свадьбах, вот, они воспринимают такие инструменты, которые гораздо позже вошли в быт крымско-татар. Например, это скрипка, это труба, это кларнет. В 20 веке, в 20 столетии уже это аккордеон, ну, далее синтезатор и так далее. А у нас были наши исконные инструменты, и среди них самые древние инструменты – это эльбетте, это, конечно же, зурна и даул.
у нас существовали ансамбли, которые назывались Дау-Джилар. Они в составе этого ансамбля, значит, было 2 исполнителя на зурне и 1 исполнитель на дауле, то есть на большом барабане. И второй состав, он отличался, он назывался Индеса Астахама. Как раз туда ходила кеманче, баглама, саз, сантур. Вот на этих инструментах я пытался и учился играть. И поэтому здесь как бы приходится время от времени выступать, представлять нашу традиционную музыкальную культуру, и тогда вот я играю на этих инструментах. И поэтому меня стали называть еще здесь мультиінструменталістом. А от, до речі, про кримськотатарське весілля, да? Так. Дуже багато музикантів наших грають зараз на весіллях. Насправді велика сцена чомусь, ну, я не знаю, не те, щоб закрита, але вони більше все ж таки виступають на весіллях. Ви, коли переїхали в Київ, виступали з музичною програмою в ресторані «Мусафір». Я работал. Що це для вас означало? Я работал там. Значит, основная мета моя было огромное желание, чтобы в Киеве зазвучала наша традиционная музыка. А традиционную музыку как можно показать? Используя национальный музыкальный инструмент. Ну и потом сам ресторан или кафе «Мусафир» – это как раз то место, потому что там и наши национальные стравы, блюда, с одной стороны, и, на мой взгляд, не хватало музыкальной составляющей. И поэтому я предложил, сказал, что я мог бы играть здесь на национальных инструментах. И мы с Халилом, вот, нашим сыном, вместе он играл на ударных инструментах, я играл на сазе, на сантуре, на багламе и так далее. И милетамос ве эджнеби адамлар пек сыджак кабул эттер. И это, в принципе, я стоял у истоков. Вот, и знаю, что традиция потом продолжилась. Но вот то, о чем вы говорили, немножко крен получился в сторону свадебной музыки. Вот дальше там появился Шевкет Зморка, Сиран Бердубеков. Это уже ближе к тому, ну, ближе к сучасности, сказал бы так. Ближе к представлениям современных наших кыргызстанских музыкантов о веселье. А вообще это очень сложный вопрос. Вы знаете, вот сейчас, находясь вне пределов своей исторической родины, вне Крыма, я, конечно, мониторю, смотрю, и иногда это во мне вызывает, не хотел некрасивое слово говорить, но, скажем, большие вопросы, скажем так. Вы знаете, и сами, наверное, видели много раз, сейчас бы у нас как бы получился огромный такой крен в сторону кавказского шансона, то, что касается вокальной музыки, и то, что касается танцев. Ну, я не знаю, в таком темпе исполняет крымско-татарский танец. Невозможно танцевать просто. Это какие-то акробатические номера. Смак пропадает. Смак. Движения, получается, размытыми и так далее. Наши предки так не танцевали. Понятно, что, как говорили древние, все изменяется, да. Но если мы претендуем на звание национального художника, то вся атрибутика, которая свойственна национальному искусству и хореографическому в частности, да, она должна присутствовать обязательно. Я смотрю, это все напоминает какие-то акробатические номера или, может быть, какую-то гимнастику. Ну, во многом виноваты наши музыканты. Мы сами во многом виноваты. На жаль, так. Ну, виходячи з ваших слів, кримськотатарська музика, вона розвивається? Чи вона стоїть на місці? Чи вона розвивається в іншому напрямку? Вы знаете, вот вы, работая в средствах массовой информации, да, я сам работал очень долгое время, вот, мы часто неправильные вопросы задаем. Мы сводим всю крымско-татарскую музыку, ну, в лучшем случае, к поп-музыке и так далее. Вы смотрите, у нас огромный пласт народной музыки, в хорошем смысле этого слова, да, и огромный пласт так называемой классической музыки. На жаль, наши средства массовой информации редко очень освещают. Теперь отсюда вытекает еще один момент. Почему подавляющее большинство наших музыкантов, и среди них есть очень талантливые люди, останавливаются на уровне веселья, на уровне свадьбы. Почему? Потому что государство, на жаль, не спонсирует хорошие, достойные, на мой взгляд, проекты. Те, которые способствовали действительному развитию нашей музыкальной культуры. А здесь очень просто. Это вопрос денег, по большому счету. Музыканты, закончившие то или иное музыкальное учебное заведение, они знают, что они пойдут, вот, отыграют один вечер и получат там иную сумму денег. Их это как бы устраивает. Но это, на жаль, не развивает нашу музыкальную культуру. Ну и потом огромный вопрос еще, вопрос репертуара. Что они исполняют там? Вот. На жаль, наша музыка в этом случае, она мутирует. Она переходит в совершенно иное качество. Вот здесь, конечно, нам надо обратить внимание. Вот вчера была презентация сборника фортепиано. Я должен одну вещь сказать, что вот представьте такую картину. Вот существует
наш народ, да, столетиями существует, значит, существует его культура, и музыкальная культура в частности. Вот такой приклад, такой пример. Первый фортепианный сборник, который вышел в нашем народе, он вышел в 1999 году. Это конец 20-го столетия. Существует народ вот, с такой богатой музыкальной культурой изначально, да, с такой богатой традиционной музыкой. А мы только смогли издать в конце 20 века первая сбирка, первый мой сборник, он назывался «Крым-татарский альбом». И такое положение вещей, на жаль, сохраняется. Здесь есть и объективные причины, исторические причины. Вот если музыкальные культуры инших других народов, если условно говорить, прошли несколько этапов в своем развитии, да, вот в истории музыки и в истории искусства вообще было несколько течений. Ну, условно так сказать, был предклассический период, затем был классический период, затем был романтический период, да, потом был импрессионистский период. Затем все в 20 столетии повторилась с приставкой «нео». Наша музыкальная культура, на жаль, эти пути, эти этапы не проходила. Мы как бы, имея богатую классическую, а для нас классическая музыка – это наша палацовая музыка или музыка ханского периода, да? Потом было, ну, всем известно то, что мы называем «хара-асыр», «черное столетие», когда была стагнация, ничего не развивалось. И небольшие такие, если можно так выразиться, небольшой такой ренессанс был связан, ну, во-первых, с появлением первой тюркоязычной газеты, которая вышла через 100 лет после аннексии, вы знаете, в 1873 году, Гаспринским, Терджиман. И второй такой небольшой период ренессанса был после того, как власть в Крыму взяли большевики. Они как бы подыгрывали национальным меньшинствам, но этот ренессанс продлился буквально 10-12 лет, не больше. Потом эти же деятели искусства были в подавляющем большинстве репрессированы. Вы это знаете прекрасно. Вот. Ну, а потом депортация завершила это дело. А ще одним ренесансом можна назвати появу телеканалу АТР в Криму і, да, зокрема, Ерла Сазон? Да, безусловно, это была такая вспышка была. Да. Этого нельзя отрицать, что появление, возникновение телеканала АТР, это, конечно, был большой шаг у нас. Невозможно отрицать, я как музыкант скажу, и появление этой передачи «Класса Зым», где мы записали огромное количество. Просто до сих пор говорят, что это лучшие записи. Вы знаете, что в рамках этой передачи мы записали очень много произведений, и причем я был соведущий в этой программе, и как исполнитель, и подавляющее большинство аранжировок сделал я, конечно, и поэтому мне пришлось записывать старые образцы, реанимировать ту музыку, которая не звучала 100-150 лет в Крыму. Вот вчера до речи об этом говорил мой друг Ситья Казаков, что он благодарен мне, как он сказал, только хотя бы потому, что мы смогли реанимировать эту вот нашу старинную музыку, вернуть народу то, что ему по праву принадлежит. Дивіться, Джеміля, насправді я вчора чула, що говорив пан Сітія Казаков. Я з ним згодна, і з ким би я не говорила, мені кажуть, що Джеміль Каріков – це кладязь, це велика фігура в нашому мистецтві. Для нас це, ну, ви зробили реально феноменальну роботу, бо ви, врешті, один з небагатьох, хто пише на цю тему літературу, якої не так багато. До цього ви сказали про гроші, що музиканти йдуть грати на весіллях, в ресторанах і так далі, і так далі. Чому ви займаєтеся відродженням национальную фольклорную крымско-татарскую музыку? Ну, это философский вопрос. Любой деятель культуры, он задает себе вопрос, ради чего я это делаю? Что останется после меня? Это один момент. А второй момент, ну, мне, как любому нормальному творческому человеку, присуще в определенной степени тщеславие. Я не скажу, что это гипертрофия, но такой элемент обязательно должен присутствовать, любого художника. Ну, и потом это, на мой взгляд, я пытаюсь заниматься высоким искусством. А для меня наша традиционная музыка – это высокое искусство только по той причине, что раз народ в своей мудрости отобрал те или иные образцы, да, и эти образцы прошли испытания временем, значит, в них заложена огромная энергетика. И потом для меня любая старинная песня или инструментальный наигрыш – это вот та закодированная информация, посредством которой я имею возможность общаться с предшествующими поколениями. Эта музыка мне рассказывает, как они жили, какие взгляды у них были, вот, о чем они думали, о чем они переживали.
Вот. Другой вопрос, что мы сейчас живем в 21 столетии, конечно, здесь нельзя впадать в банальность, но это сложный вопрос. С одной стороны, быть национальным художником и продолжать традиции, а с другой стороны, их развивать. А для того, чтобы развивать, надо знать. Поэтому нам нужны знания. Чем страдает подавляющее большинство наших музыкантов, на жаль, даже окончивших ту или иную консерваторию или другое высшее учебное музыкальное заведение? Они в лучшем случае знают ту программу, которую изучали в этих учебных закладах, да? А надо развиваться дальше. Ведь у нас не секрет, что ни в одном из учебных заведений, даже здесь в Украине, нет предметов, так или иначе связанных с крымско-татарской музыкальной культурой. Нет. У нас практически нет на сегодняшний день ни одного приличного учебника по теории крымско-татарской музыки. Вот. Я этому научился и учусь до сих пор благодаря тому, что я в свое время изучал, вследствие того, что не было наших учебников, я изучал очень серьезно азербайджанскую музыку, которая представлена, ну, наверное, самый капитальный труд в азербайджанской музыке – это труд Узира Гаджибекова, он называется «Основа азербайджанской народной музыки». Я неплохо выучил армянскую музыку традиционную. Она тоже была представлена работой известнейшего профессора и теоретика музыковеда Кушнарева. Она называлась «Вопросы истории и теории армянской мелодической музыки». Потом я неплохо выучил болгарскую музыку, которая претерпела, конечно, турецкое влияние. И, естественно, конечно, у меня богато книг по турецкой, по музыке, турецкой классической музыке. И должен здесь сказать, что вот турецкая или османская музыка, да, и наша классическая или палацовая музыка, они совершенно идентичны. В чем идентичность этой музыки? Ну, во-первых, одни и те же формы. Это такие формы, как пешреф, и такой жанр, как сасси майсы, совершенно забытый в нашем народе. Вот. Это одни и те же лады, или макамы мы называем, по-крымско-татарски, по-тюркски. Это одни и те же усули, или метаритмика, одна и та же. И это одни и те же инструменты музыкальные, тоже, одни и те же инструментарии. Вот если мы послушаем произведение того же самого Гази Герайхана, Гази Бора Герайхана, или произведение османской классической музыки, нам очень сложно будет найти различия, потому что они идентичны. Более того, в фольклоре крымско-татарском встречаются песни, которые бытуют и в Турции. Я могу сейчас вот несколько названий. Ну, со своими локальными различиями. Да? Вот всем известна, например, песня Чахаджи в нашем народе. Да? А правильное название ее «Изверин Кавакларе», предположим. Вот. «Идие» мы поем песню. Правильное название «Эй, он бешле, он бешле». Оно имеет такое название в Турции. «Эки Чешме» всем известная песня. То же самое. Есть турецкий вариант, есть крымско-татарский. В чем отличие? В том, что там эта традиция не прерывалась, а развивалась. Более того, эти произведения входят в учебные программы музыкальных вузов, а у нас мы, на жаль, я же сказал о том, что у нас до сих пор нет ні одного приличного учебника по теорії нашої. Але ви написали вже, оце, який ви представили «Барви Криму», це 16-й посібник, який ви написали. Он не то, что это... Он, с одной стороны, вот вчерашний альбом мой, да, с одной стороны, он может быть использован в учебной практике. Если вы заметили, очень демократичным языком написано, чтобы было доходчиво, потому что я вот такого взгляда придерживаюсь, что музыка – это искусство звуков. Никто еще это не отменял, благозвучие. Да? Другой вопрос, что есть уровень слухового восприятия, и человек, ну, скажем так, натренированное ухо, скажем так, оно воспринимает уже и очень многие диссонансы, как ассонансы. Да, этому надо учиться тоже. Да. Это с одной стороны, учебная практика. С другой стороны, эти пьесы могут звучать с концертной эстрады. Вот. И третье, самое главное, ну, это легче сделать, конечно, теоретикам, там очень многие вещи заложены. То есть я что хотел показать? Что крымско-татарской музыке ничего не чуждо. Вот вчера вы, если заметили, я играл несколько пьес, это чистый джаз. То есть наша музыка переложена, разложена, используя джазовые элементы. Это синкопирование, это вот современная джазовая аккордика и так далее. Дальше там были полифонические, вследствие того, что наша музыкальная культура, в отличие, например, от той же самой украинской, она монодийная, одноголосна. Да? Вот, например,
ну, знаете, украинское богатоголосие, то, что называется, да, и то же самое грузинское пение. Наша культура музыкальная, она немножко другая, иная, да. Наша музыкальная культура, она монодийна с элементами гетерофонии. А гетерофония – это фон звук, гетеро другой. Вот. Поэтому я показал, что в нашей музыке ничего не чуждо. И полифонический стиль развития, да, он вполне приемлем для нашей музыкальной культуры, потому что сама музыкальная культура предполагает развитость голосов по горизонтали. Вашу роботу ще можна назвати дослідницькою. Ні для кого не секрет, що в Криму було знищено абсолютно все, що стосується кримських татар, в тому числі як художню літературу, так і літературу, де були зазначені ноти. Так? Як ви це відроджували? Як відбудовувався цей процес відродження, скажімо, музики? Далі я б дуже хотіла, щоб ви розказали про ансамбль Махам, та, де ви зіграли музику ханського періоду. От як ви це все відроджували? Ну, вот когда я приобрел первый инструмент, это было в Анталии, в Туреччине. Це який рік? Стал заниматься. Это 2002. Вот. Я стал заниматься. Ну, на багламе играют нашу народную музыку. И потом это инструмент ашикский, да? Наш, тот же самый Джефкири, или известный на весь мир Ашик Умер. Вот. Они владели искусной игрой на этом инструменте и пели. Вот. Но это инструмент, который присущ народной музыке. А наша классическая музыка или палацовая музыка, она предполагает исполнение на совершенно других инструментах. Какие-то инструменты, они известны во всем тюркском мире. Это, прежде всего, тамбур, любимый инструмент крымских ханов. Это уд, это канон. Канун мы называем, да. Из духовых инструментов это най или ней, говорят. Это инструментарий, который помогает раскрыть нам все секреты нашей классической музыки. Но в Крыму практически не осталось исполнителей этих инструментов. Да. Теперь по поводу того, как я пытался развивать. Ну, во-первых, в 2007 году у меня вышел сборник, он называется «Инструментальная музыка ханского периода». Я этот материал черпал, естественно, в Туреччине, по турецким библиотекам, и потом много раз выезжал в Турцию с концертами, и были осуществлены записи на телевидении, то, что чеком называют турки. Вот. И на ТРТ очень богатая библиотека, нотная библиотека. Вот. И вот там я просил своих друзей, они находили мне произведения наших ханов. Там в свое время я насобирал где-то более 30, а сейчас у меня больше 60 произведений. Это наше богатство. Это произведение не только Гази Гирай хан, но и Ахмед Чубан. Гирай и Селим хана. Ну и стал изучать, я уже об этом говорил, углубляться. Вот. Покупал теории по турецкой книги по теории турецкой классической музыки. Ну и вот потихоньку, как снежный ком, знания росли. Теперь я, ну, на мой взгляд, неплохо разбираюсь и в турецкой классической, и, естественно, и в нашей классической музыке. Все это время, опыт за этим. Я вам такую вещь расскажу. Обычно бывает так, немножко лирики, когда наши музыканты, мы выезжали в ту же самую Турцию, ну, что обычно покупают наши люди с Крыма? Кожу, там, одежду, вот такое что-то, золото, да, что-то. А я покупал ноты, я покупал музыкальные инструменты, я покупал струны, покупал радистки еще были. Ну, вот так вот. Инструменты музыкальные. Я же уже об этом говорил, у меня около 40 инструментов было дома. Вот. Вони досі в Криму? На жаль, нет. Нам пришлось же уехать потом после очередной аннексии, скажем так. Вот. Мы были вынуждены переехать в Крым. Ну и канал переехал, собственно говоря. Вы знаете об этом. Каналу не дали лицензию. И какой-то час мы работали в монтирующей части Украины в Киеве, в столице. Потом я работал немножко в Дырнике, в Ангаре, крымско-татарском. Потом мы вернулись опять, были обстоятельства. И потом началась пандемия, и мы потом переехали в Бельгию, жили в Європі. Джеміляга, ви колись сказали в одному своєму інтерв'ю, що ось ми вдома на Батьківщині, і, мабуть, тепер все буде гаразд. Вже 12-й рік окупації Криму, і ви не вдома. Да, на жаль, так. Но я не могу жить в тех умовах, в которых проживает сейчас більшість нашего народа в Крыму.
Вы знаете, у меня, наверное, ну, я постарше вас, у меня закалка еще то, что было, то, что мы называем шестидесятники, да? Я формировался тогда, учился в школе, и в нашей семье постоянно были разговоры про Крым, а я родился в городе Беговат. Вы знаете, что в Узбекистане тогда культовая рослина, как будет российская, я забыл. Ну, растение, там хлопок выращивали, и вот каждый год его опрыскивали, дефоляция хлопка, и у моего покойного отца была страшная аллергия. И каждый год он 3-4 месяца просто задыхался. Вот. И нам надо было переезжать. Но так как в 1964 году это было невозможно в Крым переехать, вы знаете, что были очень жесткие ограничения. И поэтому мои родители, батьки, выбрали место проживания Сухуми. Почему Сухуми? Потому что, с одной стороны, море черное, с другой стороны, природа очень напоминает природу южного берега Крыма. И вот, собственно говоря, как юноша я формировался в этом городе. Там закончил школу музыкальную, потом музыкальное училище. И потом уже в 1979 году я уже вернулся в Ташкент по той простой причине, что у меня все больше и больше проявился интерес к нашей национальной музыке, а на то время сосредоточением и центром музыкальной культуры крымско-татар, как-то не парадоксально, был город Ташкент. По той простой причине, что там жили композиторы наши, потом существовал единственный в мире ансамбль «Хайтарма». Вот. Я переехал в Ташкент. Хайтарма на той момент виконував дуже важливу роль. Він акумулював навколо мистецтва всіх кримських татар. І вони об'єднувались на концертах. Я пам'ятаю, що я дивилася і фільм про Сабрію Ріджепову, де розказували, що це були аншлаги. Сьогодні що виконує цю роль? Я был свидком этого. Почему? Потому что я певный час, в то время я был музыкальным руководителем ансамбля «Хайтарма». Это то время, когда там работали, уже Раметли Февзи Белялов, Сусана Меметова, Рустем Ага Меметов, Гульзар Ханум Бекирова, Джемиле Османова, Мунир Аблаев. Вот. Я был музыкальным руководителем в этом ансамбле тогда. И поэтому ездили на гастроли, и действительно были постоянно аншлаги, скажем так, украинской мовой. Нас очень хорошо встречали везде. На жаль, сейчас, на мой погляд, Хайтарма влачит жалкое существование. Вот, на мой взгляд. Вот. И у нас сейчас два есть профессиональных коллектива в Крыму. Да, это ансамбль «Крым», вот, и ансамбль «Хайтарма». На мой взгляд, ближе к истине, я сказал бы так, это ансамбль «Крым». «Хайтарма» называется ансамбль песни и пляски. Возникает вопрос, какой песни, какой пляски? Потому что песня бывает массовая, песня бывает хоровая песня, песня бывает эстрадная песня бывает народная и так далее. Им надо определиться с жанрами, со стилистикой. Это самая главная ошибка, когда руководство не определяется со стилистикой. Вот. Это в любом деле так. Надо знать, что ты делаешь, как делаешь и для чего ты это делаешь. А если нет понимания самого главного, то отсюда такой результат. Ви в якому році, до речі, повернулися? Это начало 80-х годов. Вдалося повернутися туди, звідки ваші пращури? Яке взагалі у вас коріння? Давайте так. Ага. Так, по отцовской линии Менахметшным, Симферопольский, до сих пор стоит дом моего дедушки Харбабамнеева, Алида Тура, Кантарный Сухагы. Раньше называлась сейчас улица Чехова. А по материнской линии мы все ялыбойские. Это Ялта, Гурзов, Кызылташ. Далее. Вот. Да, нам удалось вернуться в Симферополь. И более того, вот мы Менмомур Хадашный Зенепнер, Курдых Ф, Чехова Сухагам, да, как раз на бывшей Кантаре. И там немножко дальше, метров 200, до сих пор стоит дом моего деда. Там до речи живут 7 или 8 семей. Угу. Ого, это бывшая Кантарная улица. Да, мне удалось вернуться в Крым. Ви коли повернулись, чим займалися? Я занимался музыкой. Я работал музыкальным редактором на ГТРК «Крым» в свое время. Это первое место моей работы в Крыму. Потом я работал главным дирижером в нашем музыкально-драматическом театре. Писал музыку для спектаклей. Вот. Потом мы создали, можно сказать, у меня в доме ансамбль традиционной музыки «Макам». Ну, вот так было. Ну, потом с открытием канала АТР, значит, меня пригласили, я работал
на телеканале АТР. А у вас в вашій родині були ще музиканти? Чи ви стали музикантом за покликом серця? Музыкантов не было. Раметли бабам брас чалайда аккордеон, да, и Раметли анам брас ирлайда. Вот так. Но музыка звучала постоянно в нашем доме. Так как мы жили в Сухуми, и каждый год там наши родственники, которые жили в Узбекистане, нам присылали пластинки. Вы знаете, что в Ташкенте был завод имени Таш Мухамедова, и изредка они выпускали и крымско-татарские пластинки тоже. А для нас это была большая редкость, конечно. Мы жили на Кавказе, вот, и поэтому наши родственники, мы просили, постоянно пересылали. У нас дома звучала постоянно музыка, наша национальная. Чи слідкуєте зараз за індустрією музичною в Криму? Кого відмічаєте для себе? Да, да, естественно, но я уже об этом говорил выше, о том, что, на мой взгляд, немножко неправильно освещают наши журналисты, вот, средства массовой информации, музыкальные подии, скажем так. Они акцентируют или это какая-то эстрадная, поп-музыкальная культура, и это выдается за развитие или за застой нашей музыкальной культуры. А есть же другие жанры еще. Еще Вольтер говорил, нет плохих жанров, кроме скучного. И потом должно быть многообразие. В чем прелесть жизни? Многообразие. Мы не можем просто так отвергать классическую составляющую нашей музыки. Это будет неправильно. Само слово «классика» переводится как «образцовый». Неужели крымские татары могут отказаться от образцового искусства? Нет, никогда. Это одна сторона. И вторая сторона, для того, чтобы правильно исполнять традиционную музыку, тоже нужны соответствующие знания. Ну, на жаль, этому не учили, я уже об этом говорил. Нас ни в одной из консерваторий это не проходило. Этому надо учиться. Этому надо учиться. Потом я вижу, ну, не называя имен, скажу так, ну, у нас часто подходит микрофон и начинают петь люди, у которых просто голоса нет. Голоса и слуха нет. И бедные потом аранжировщики, и бедные звукорежиссеры потом пытаются вывести, там, где-то подтянуть, где-то что-то сделать. Но это слышно сразу. Мне, как профессионалу, это видно сразу. Ну и потом должна быть правильная самооценка у человека. Человек, который не умеет петь, я же не сказал, что он плохой человек. Может, ему надо чем-то другим заниматься. Или который не умеет играть. Он был бы гораздо более полезен. Вот. Потом, вот представьте такую ситуацию. Поют народную песню, которая прошла испытание временем. До того безобразно поют, меняют там ритмическую сторону, меняют ноты в угоду чему-то, я не знаю почему. Для того, чтобы показаться и показать, как бы, на их взгляд, более новую интерпретацию. Вот я простой вопрос задам. Вы можете представить человека без одного уха и без одного носа? А почему можно в нашей национальной песне убрать там 2-3 ноты и что-то свое предложить? Было бы это лучше, другой вопрос. Но эта музыка, она прошла испытание временем, поэтому сам ключовое слово, наверное, здесь бережне отношение должно бути. Тоді питання до вас. Якщо поєднують стилі, от я не знаю, якась фольклорна музика і реп, як ви до цього ставитесь? Если сделано хорошо, если сделано качественно, профессионально, я 2 руками за. Вот. Я же уже слова Вольтера говорил, нет плохих жанров, кроме скучного. Да, но здесь самым главным, наверное, должно быть отношение к тому, что ты делаешь. И отношение к памяти тех людей, которые когда-то написали. Ведь за каждой народной песней или за инструментальным наигрышем стоит человек. Раз песня народная, не значит, что вот сегодня собралось 5-10 человек и сказали, давайте напишем какую-то песню, она будет народной. Нет, за каждым из этих произведений стоит автор, имя которого кануло в лету. Вот. Но если народ своей мудрости эти образцы оставил, значит, повторяюсь еще раз, значит, в них заложена огромная энергетика, значит, они чего-то стоят. Вот. Поэтому первое слово, когда аранжировщики начинают работать с этим материалом, первое слово – это, конечно, знание и бережное отношение. Принцип должен такой быть, лишь бы не навредить. Можешь лучше сделать – сделай, а не так просто. И потом ты не себя показываешь, а песню, то, что уже прошло испытание временем. Вот. У нас часто страдают этим исполнители на клавишных инструментах. Вот они выучили там, как им кажется, несколько альтерированных сложных аккордов, и они эти аккорды применяют где надо и где не надо. Вот. Но это, мягко говоря, от недостатка знаний происходит. А от ви чули, сучасна співачка в Криму є Діляра Тюкенджи. Вона співає народні пісні в своєму такому сучасному стилі. Да, Як вам? Я скажу, ей учиться надо еще долго. Вот, это мое мнение. Там есть все атрибуты
то, что сейчас как бы востребовано в этой эстрадной индустрии, скажем так, ну, должно быть главное, стержень должен быть. Стержень должен быть. Я вот недавно слушал песню, которая называется «Орда». Мне не понравилось. И сама назва не понравилась, ну и все остальное. Это какое-то... Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что они... Не только этот пример, а и масса других примеров, что они просто прячутся за народное. Кто-то из них понял когда-то, что ага, вот если ты исполняешь народную музыку, значит, это индульгенция от всего. Это неправильно. Как ты исполняешь? На каких инструментах исполняешь? Вот. Повторяю еще раз. Да, все должно развиваться, но развиваться, сохраняя, с одной стороны, традицию, зная ее. Если ты не знаешь, то как бы ты ни старался, ты все равно, у тебя путь будет неправильный. Знания должны быть прежде всего. Почему наши музыканты очень талантливые до речи? Мы сегодня говорили о музыкантах, которые выступают на свадьбах. Среди них есть очень талантливые, одаренные просто от природы люди. Сложно. Но чего нет у них? У них нет ощущения перспективы. Вот представьте, мердвен, мердвен басамаклары бар. Улар аяқны көтеріп, бірінші басамақты туралар. У них это ощущение, что там еще несколько ступенек еще есть. Почему это происходит? Потому что знания нет и не знают, куда идти. А в Криму є перспектива, навіть якщо є Я больше говорю про Крым, я не говорю про... Потому что мне очень сложно говорить о музыкальной культуре на материковой части Украины, потому что не так богато музыкантов здесь, на жаль. Я сейчас говорил о положении вещей в Крыму. А хто вам подобається тоді? Очень сложный вопрос. Почему даже те, которые мне нравились, иногда вот в угоду общему, наверное, положению вещей. Мне нравится, как-то парадоксально не было бы, но с одной стороны, мне нравится, как поет на одной песне Апизека Сара, моя ученица. Потому что я сам принимал участие и знаю, что она, например, неплохо стала петь сейчас имени Мустафаева, мягче гораздо стала петь. В свое время была еще одна ученица, не буду называть имени, но сейчас она ушла в совершенно другую сторону. Но если просто говорить, наверное, в коммерцию, скажем так. Я это не очень приветствую. Почему? Потому что отражается на ее исполнении. Вот. Нет той целомудренности, той чистоты. Ведь народная музыка, если ты занимаешься народной музыкой, она предполагает вот такое целомудренное отношение к этому. Вот. Мне нравятся исполнители, кто хорошо играет и кто понимает музыку. Кстати, до речи живущий в Киеве Рустам Булатов. Вот его отношение. Вот. Другой вопрос, что я посоветовал бы, наверное, ему больше заниматься нашей музыкой. Он играет современный джаз, там, чикори и так далее, свои интерпретации. Но мне хотелось бы, как музыканту, чтобы у него для этого есть все основания играть нашу музыку очень хорошо. То есть потенциал хороший. Мне импонирует творчество нашего композитора, который сейчас живет в Норвегии. Это сын известного нашего музыканта Наркета Рамазанова, Расим. Мы часто с ним общаемся. Человек получил хорошее, крепкое профессиональное образование. Тогда еще в Москве, потом в Киеве закончил аспирантуру. Да. Некоторые произведения, просто то, что нужно, на мой взгляд. Вот. Но тоже он... Мы знакомы почти 30 лет, я всегда ему говорил: Расим, тебе надо обратить внимание на нашу традиционную музыку, если ты претендуешь на звание национального художника. Поэтому должен знать традицию. В свое время был такой ансамбль. В этом ансамбле до речи пела и наша Алия Хадрабадинова, вы знаете. Вот. У них очень хорошие были, на мой взгляд, очень хорошие номера иногда были на мой взгляд, тоже у ансамбля «Хаят». «Хаят», он в одно время один такой оказался, его затаскали потом уже на свадьбах и так далее. Он стал... Я все это понимаю чисто с бытовой стороны. Но, наверное, государство должно было им помогать для того, чтобы у них немножко другой путь был. Они тоже все вынуждены летом играть и в ресторанах и так далее. И обслуживать разного рода мероприятия. Если бы они занимались творчеством, я понимаю, что это идеальная какая-то ситуация, что она, наверное, неможливо вообще. Пытаться делать. У них все для этого есть, потенциал есть. Вот. Если бы их приглашали бы на хорошие престижные фестивали по всему миру, я думаю, что они могли бы достойно представлять. Алім, до речі, в ансамблі «Хаят», зараз, він десь за кордоном здобував освіту. Він повернувся і зараз... Алим Кутмеметов, вы имеете в виду? Нет, Алим Кутмеметов учился в Стамбуле.
Он учился кларнетист, он овладел игрой на национальных инструментах, на хавале, на зурне, на мее, да. Но он не мансабле хаят. Он просто может играть с ними когда-то. У них есть свой стабильный коллектив, уже на протяжении стольких лет они играют. Талантливых ребят много. Это то же самое, как, знаете, иметь много денег, но и правильно распорядиться ими. Бывают люди бестолковые, вот, и деньги растрачивают. То же самое с талантом. Вот. И потом есть, наверное, на мой взгляд, такое, если тебя Аллах одарил талантом, да, и ты родился в том или ином народе, то дай народу, что ты можешь сделать. Вот. Ви 3 роки жили в Бельгії, Так. Ви там виступали дуже багато де. Як реагують за кордоном? Очень хорошо реагируют на нашу крымско-татарскую музыку. Мы, до речи, там исполняли и крымско-татарскую музыку, и украинскую музыку. Мы в рамках и трио, и отдельно я выступал, и в нашем посольстве Украины неоднократно выступал в Брюсселе. Потом представлял наше искусство. Еще это впервые я выступал в Европарламенте. Это впервые такое было. И в Брюсселе я выступал, и выступал в Страсбурге в Европарламенте. Играл крымско-татарскую музыку. Очень хорошо воспринимают. Очень хорошо воспринимают. На жаль, что у многих наших музыкантов нет такой возможности выехать за кордон, в частности, в Европу. Ну, вы знаете, что в Крыму это связано с определенными ограничениями и так далее. А вот, конечно, у меня есть одна такая мечта. Я хотел бы поехать еще. Вы знаете, что есть постоянный форум коренных народов и так далее. И вот, если мне не изменяет память, раз в год в ООН представляют, бывают программы, посвященные коренным народам, бывают подии и концерты. Вот я давно об этом знаю, как бы я с нашими политиками на эту тему разговаривал. Мне хотелось один раз рискнуть, поехать просто и попытаться представить наше музыкальное искусство и в ООН, в Нью-Йорке. Чому досі не вдається? Ну, это вопрос не ко мне. Я же разговаривал с политиками. Но, наверное, пока считаю, что время не пришло, наверное. Но мне тоже вот уже не так много. Bilmiyorum, это не кадар елда Аллах ма бережек. Я шамага буду не да. Ну, хотелось бы, конечно, какие-то вещи реализовать. Конечно. В одному своєму інтерв'ю ви говорили, що ви представник наймиролюбивішої професії. Музиканти – це люди, які своїм мистецтвом до чогось намагаються своїх глядачів, слухачів привернути таким чином увагу. Але з 2014 року все більше і більше говорять, що мистецтво поза політикою. Як ви реагуєте на цю фразу? Это, наверное, всегда зависит от уровня исполнительства, от того, что исполняет, и от уровня восприятия. Ведь одни и те же звуки люди воспринимают и слышат по-разному. Бывают концерты, когда ты выступаешь, не только я, вообще музыкант, кто-то зевает, кто-то вот внимательно слушает, кто-то во время исполнения может себе позволить и выйти там, топая каблуками, выйти. Это все зависит от внутреннего мира, от уровня сознания человека. И потом, чем шире сознание у человека, тем меньше вещей его удовлетворяют. Понимаете? Надо расширять постоянно сознание. Вот если наши музыканты еще расширяли бы сознание, то у них, поверьте мне, и вкусы поменялись бы. То, что сегодня на поверку кажется чем-то хорошим, прогрессивным, новым, с иншего боку показалось бы, наверное, не таким, мягко говоря. Вот. Нам надо учиться всем. Учиться, потому что в мире столько всего создано прекрасного. Мы, вследствие того, что были определенные исторические подии, наш народ во многом отстал. На жаль, и в музыкальном искусстве тоже. Вот. Поэтому у нас нет, я же говорю, ни музыкальных школ, ни музыкальных училищ, ориентированных на крымско-татарскую музыку. Нет нормальных посібников украинской. Вот. На жаль, пока так. Это вот то, что предстоит делать, наверное, последующему поколению. В том случае, если будет перемога, конечно. Нам нужна своя національна автономія в рамках України. Громадянська позиція для музиканта важлива? Да, конечно. Конечно. Он человек, представитель искусства. Конечно, он должен разбираться хорошо. Для кого он творит это искусство, по большому счету? Вот. Если музыкант просто для себя пишет, он может просто писать в стол, останется. Хотя разные мнения существуют, говорят такую простую вещь, что исполнитель он должен быть популярным
при жизни. Вот. А композитор, художник, писатель не может себе позволить такой роскошь быть популярным после смерти, потому что остаются его сочинения. Вот. Здесь разные взгляды есть. Но с гражданской позиции однозначно, конечно. Вольно или невольно гражданская позиция действует на творчество любого творца. Вот. Это его погляд на жизнь, это его миропонимание, конечно. И если у человека искривленное сознание, как, на жаль, у многих россиян сейчас, то он неадекватно воспринимает существующий мир. Джеміляха, з огляду на те, що ви багато прожили, мудра людина, поверталися в Крим, багато зробили для кримськотатарського народу. Зараз, на жаль, ми в такій ситуації, коли ми розкидані, більшість народу живе в Криму, деяка частина на материковій Україні і дуже багато в Америці, в Європі. От що, на ваш погляд, сьогодні якась, давайте по-простому, національна ідея для кримських татар, на ваш погляд, яка вона? Вот сейчас в данных условиях, мне кажется, мы должны вернуться опять к лозунгу, провозглашенному когда-то нашим Исмаилом Гаспринским. Эти слова до сих пор актуальны. Это «берлик». Да? Да, совершенно верно, да, совершенно верно, да. И каждый на своем поприще будет стараться сделать жизнь лучше, интереснее, богаче, то тогда мы выиграем. Но, естественно, сейчас такие условия, что меселен биринчи суаль о галебе. Нам нужна перемога. И только по-настоящему наш народ сможет развиваться только на своей исторической родине. Вот. Есть примеры в истории, самый такой яркий пример, который приводит, наверное, частый вопрос с евреями, да? Иудеями, что вот они тысячелетия жили вне своей исторической родины. Но по отношению к нам этот пример не работает. Вот. Мы должны вернуться на свою батьківщину, на свою родину, в Крим. А якщо ми зараз тут, що нам робити, щоб зберегти ідентичність? Каждый на своем месте. Во-первых, тилден керек башлыма. Bakın, менде бүгін интервью берем, ecnebi tilde. Çok yazık ki öyle. Керек de ana tilimizge intervью vermeye. Til, medeniyet, bizim sanatımız. Evet. Ular inkişaf etse, men belesem, biz kaytırdık Kırım'a, ana vatanımızga. Ну і традиційно останнє питання. Враховуючи, що у нас дуже мало часу, я це питання задаю кожному своєму гостю. Ваше місце сили в Криму. Куди ви приїдете одразу після перемоги? Ну, evet Ахметчитке. Men bilmeyeyim, men de umur arkadaşlarla biz laf edeceğimiz ve nasıl imkanı olur bizde. Siz bilesiz, yani biz mecbur olacağımız Kırım'da bir ev alma, bilmeyeyim nasıl. Galebeden son ne olacak? Kırım'a. Lakin Kırım'da yer güzel, menimce. Bakın Bakçısaray'a pek bir yer ve tarihi yer. Bakçısaray pek çok şey bağlı. Yalta bakın. O bizim Karadeniz'imiz, bizim dağlarımız. Kezdenine bakın. Kadimi bir şehir. Kırım'ın her yeri dülber menimce ve her yerde mutlu yaşamağa. Lakin kendi tekrarlayayım, bilmeyeyim daha Allah ne kadar yılma verecek. Lakin evet isterdim kartlığımı anda karşılama.